начнем наше открытие. Прошу всех сюда, прошу всех сюда. Итак, здравствуйте, уважаемые посетители исторического парка. Рад вас приветствовать на выставке «Дети Азии. От идеи к истории». И сегодня как раз мы посмотрим вместе с вами, что же это была за идея такая «Дети Азии». Первая игра была поистине уникальна не только для Якутии, но и для всего мира, но обо всем по порядку. Начинается наша экспозиция здесь, земного шара, и именно на нем выделена Якутия, место, где Дети Азии проходили, где мы с вами и находимся. Со всех сторон света в Якутию стекались спортсмены из других государств. 44 страны. Огромное количество людей, которые на самом деле даже раньше-то и не выезжали никуда, и Дети Азии, это мероприятие стало отправной точкой для их спортивной карьеры и, возможно, даже билетом в эту жизнь. Прошу дальше. Конечно же, начать стоит именно с фигуры Михаила Ефимовича Николаева. Кого, если не его, в первую очередь благодарить о том, что эти игры вообще состоялись. Итак, 19 сентября 1995 года. За этим столом подписывается указ, который постановил играм Дети Азии быть. Но чем вообще было вызвано, скажем так, такое событие? Что заставило пойти на этот шаг? На самом деле, к этому Михаил Ефимович, да и вся Якутия шла достаточно долго. Уже с первых лет после развала Советского Союза Якутия начала перестраиваться, налаживать новые экономические связи, новые международные отношения. И почему бы не стать центром таких замечательных идей игр? Это отвечало и концепции развития, и концепции вообще международных отношений, и концепции здоровья. Видите, кстати говоря, именно Михаил Ефимович Николаев и прописал эту концепцию здорового образа жизни в Якутии, которую, кстати говоря, потом много кто перенял. Но о таких моментах мы сегодня не говорим, а поговорим именно о этих играх. Тут у нас, кроме стола, за которым не подписывался этот указ, вы можете видеть и некоторые другие экспонаты. Костюм, в котором Михаил Ефимович был на инаугурации, а также его личные вещи, все связанные с Детьми Азии. Памятные медали, различные свидетельства и некоторые статуэтки. Прошу дальше. Итак, первые Дети Азии. 1996 год. На самом деле артефактов с тех времен сохранилось не так уж и много, поскольку тогда еще не понимали, насколько грандиозным будет все это действо. 6 стран, более 250 спортсменов и на самом деле инфраструктура Якутска, которая тогда получила огромный толчок и которой мы пользуемся до сих пор. Здесь, под этой витриной, вы можете видеть личные вещи боксера Балакшина. Кто же это такой? На самом деле, это тот человек, который иллюстрирует, сколько игры Дети Азии могут дать человеку. Еще ребенком он стал призером. Что же дальше? 6-кратный чемпион Азии, 3-кратный чемпион Европы, Олимпийские игры, карьера взлетела. И это лишь один человек. А сколько таких начали свою карьеру именно на Детях Азии. И в ходе каждых из этих игр находились новые звезды, находились те люди, которые находили свое призвание и начинали свою спортивную карьеру. По сути говоря, да, многие называют Детей Азии такой репетицией к большим играм. Но можно с уверенностью заявить, что и как самобытное мероприятие, оно чрезвычайно важно. А что у нас здесь? Здесь у нас экспонат. Со времен вторых идей Азии
2000 года сохранилось намного больше артефактов. Медали. Первая газета «Спортивная Якутия», точнее первый выпуск, которая выпустилась именно к детям Азии. Различные билеты, а также рисунок, поскольку к детям Азии проводились и различные конкурсы, в том числе, например, конкурсы рисунков, и некоторые из них вполне себе добрались до наших дней. Здесь вы можете увидеть в том числе и памятные фотографии тех самых пор. И даже печать. Да, и даже печать. Печать для документов, которой пользовались непосредственно на детях Азии, которые все эти документы отпечатались. Идемте дальше. Третьи дети Азии. 2004 год. В первую очередь мы видим значительное развитие сувенирной продукции, поскольку начинает налаживаться целая инфраструктура, потому чтобы это мероприятие ширилось, и оно действительно ширится. Все больше стран, все больше участников, их число перевалило уже за 1000. И, кстати говоря, достаточно интересные истории. Да даже, например, с этими медалями, которые вы можете здесь видеть. Тут 3 медали. Золотая, серебряная и бронзовая. И бронзовая несколько отличается. Почему? Да потому что это прототип. Прототип медали. Отличается он тем, что на нем есть логотип Олимпийских игр. Но этот логотип утвержден на медали окончательно не был. Потому что на тот момент Олимпийский комитет еще не подтвердил свое формальное участие. Его убрали, и как только медали отправили в печать и начали изготавливать, Олимпийский комитет открыто уладил все формальности и принял официальное участие, но вот его логотипа уже не было. И так происходило практически с каждым экспонатом, который видите, в том числе и с этой формой. Эта форма впервые увидела свет на 3-х играх Дети Азии. В ней всему миру предстали якутские спортсмены. 4-й. Дети Азии. И, кстати говоря, тут стоит рассказать еще об одной вещи, а именно о логотипе. Если у первых детей Азии официального логотипа не было, но был неофициальный мальчик Берген, который, кстати говоря, многим в те годы запомнился и уже на 2-х детях Азии стал официальным лицом этого мероприятия. Далее на 3-х играх появляется известный вам мамонтенок. Кстати говоря, его здесь вы и можете видеть уже развившегося к моменту 4-х игр. Прошу дальше. Здесь же на Итак, с каждыми детьми Азии становилось все больше и больше артефактов. Памятные жетоны, продукция. Возможно, многие из вас помнят многие из этих вещей, начиная от баллонов на питание и заканчивая блокнотами. Интереснее тут всего вот это вот призм. Если вы присмотритесь, то на ней написано, что это дар президента. Непосредственно участника игр. Многие участники получили именно такие, ну как многие, все получили именно такие призы. Более всего, тут, конечно, мы видим то, что начинает налаживаться не только, так скажем, инфраструктура внутри Якутска, но отношения и с другими городами, другими странами. Прошу дальше. И с другими регионами России. Кстати говоря, если мы говорим о непосредственно следующих 6-х детях Азии, то тут мы можем обратить внимание на вот эти вот медали. Конкретно здесь вы можете видеть отпечаток ноги мамонта. И он был срисован с реального отпечатка, став символом
медали для 6-х игр. Здесь же вы можете видеть костюм. Костюм волонтера игр 16-го года. Костюм оргкомитета игр во Владивостоке. И костюм судьи для зимних игр на Кузбассе. И тут, конечно, стоит упомянуть еще то, что постепенно игры Азии ширились и стали не только летними играми, но и зимними. Сахалин, затем Кузбасс, конечно, в них принимало участие не настолько много людей, как в летних. Но и в Олимпийских играх зимних принимает участие немного меньшее количество спортсменов, чем в летних. Однако на этой витрине вы можете увидеть как раз артефакты игр на Кузбассе. Кстати говоря, это игры, которые проводились одновременно в 4 городах. Но это все спорт. А ведь дети Азии это не только про спорт, это еще и про обмен культуры. Здесь под этой витриной вы можете видеть многочисленные артефакты нематериального наследия ЮНЕСКО. На что оно и нематериальное, чтобы артефакты по большей части представляли из себя записи, аудиодиски и так далее. Якутск стал площадкой для обмена культур. И концепция стадиона-театра прекрасно вписалась в это мероприятие. Постепенно весь мир начал, точнее, значительную его часть показывать, демонстрировать и запечатлять свою культуру именно здесь, в Якутии. Куклы, песни, музыкальные инструменты, напевы, танцы и многие другие виды искусства были представлены именно у нас здесь, в Якутии. Кстати говоря, вы здесь можете видеть костюмы 6-х детей Азии, а именно сценические костюмы. Конкретно костюм божества с церемонии открытия, также костюм трансформер. Он используется именно танцорами, которые быстро меняют свой образ. Они могут очень быстро переоблачаться из белых одеяний в красный. А также костюм снежного человека, которые, по свидетельству очевидцев, очень всем запомнились на закрытии игр 2016 года. И, кстати говоря, ведь все это записывалось. У всего этого были свои фиксаторы истории. Этими записями вы можете насладиться здесь, в этом импровизированном кинотеатре, который Вичат Чуроны использовавшийся в ходе торжественной части 6-х игр Дети Азии. Итак, приглашаем всех на... Итак, тут я прошу вас обратить внимание на слова Айсена Николаева, главы Республики Якутия. Многое из того, что Михаил Ефимович Николаев в свое время начинал, уже перерастает в общенациональные проекты. Идеи международных спортивных игр детей Азии, которые были заложены первым президентом республики, стал девиз «От дружбы в спорте к миру на земле». Мы эту идею проносим через все игры Дети Азии. И по сути говоря, так и есть. Здесь, на территории Якутии, объединялись, налаживались новые дружественные связи, обменивались своими впечатлениями люди из разных стран, и дети со всего мира полюбили не только своих товарищей по спортивным играм, но и другие страны. Что ж, спасибо за внимание. А теперь мы приглашаем оставить свои автографы Михаил Матвеевич. на этом стенде. Итак, Автограф. прошу. Михаил Борисович.
Прошу. Друзья нам понравились. Красный, Олтер, Михаил Егорович. Надо друзья нам, Михаил Егорович. Ну, И вот ваш. Прошу. государственной, спортивной, культурной бартача. Ол онна тоққа экранға. Манна Хурьят. Манна Хурьят. Манна Хурьят. Пожелания свои. Пожелание, что ли? Да, пожелания автограф, пожелания. Потеряешь, Дара, Хамадана. Это... Андрейса. Петя, давай гурьем там, гурьем. О, автограф. Да. Это спорт, хотя я первый зам. Все могут. Крывай. Андрей Савич үшейді күрер. Улахан оғыз бұқ ола. Çok yoruyorum. Çok yoruyorum. Отын етелер кеттен бұл атардан. Ne bakayım? Kuş. Yedi ağzı. Салғаннан деп үкімдік. Үйелерге алғаннан деп. Анна? Көрім аны. Ақын ре болды. Это проецируется автоматом на экран. Это проецируется на экран. Яра, Андрей Савич. Какую букву? А? Продолжаются, правильно? А, почерки маю. Почерки маю.
Алексей Николаевич, участник, выпускник игр «Дети Азии». Сейчас первый замминистра спорта республики. Турагатта мана төрден турагат эбехин турагатта. Андрей Савич. Ага. Турнер Здравствуйте. Камерный году, видео, смотрим на камеру. Раз, два, три. Улыбаемся, раз, два, три. Теперь на телефон смотрим. Тыш-тыш. Раз, два, три. Есть. Мы одно забыли. Где это у нас выпускник, этот участник этого года? Участники вот. Нет, надо участника. Участники турнира. Надо кто-то из ребят. Итак, благодарю всех за внимание. Вот и открылись. Значит, первая выставка, посвященная детям. Уважаемые гости, просим занять места в зале. Мы к началу торжественного открытия выставки. О, там будут меняться. Короче, турнир. Молодец. И на камеру смотрим один кадр. Все, есть. Да. А там имя свое припиши, имя, фамилия, имя, чтобы потом было понятно. Да. Сетини. Кетаты.